Здравствуйте! Всю прошлую неделю информационные программы российских телеканалов неизменно открывались одним и тем же – репортажами из Сочи. Ну, понятно почему. А между тем и нашу республику, причем уже в будущем году, ждет не менее серьезное испытание. Я имею в виду 4-е спортивные игры «Дети Азии». Сегодня я предлагаю вернуться к теме готовности юных спортсменов к этому турниру, на этот раз футболистов. Результаты чемпионата школьников нашей республики по мини-футболу и комментарии к этим результатам президента мини-футбольного клуба «Заря» Александра Гомерштата после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Республиканская прокуратура подала иск в суд на Госсобрание Республики. Поводом послужила задержка с принятием нормативных актов об упразднении муниципального образования в Магане. Известно это стало в четверг вечером, когда глава администрации Илья Михальчук встречался с жителями села Маган. Напомним, что решение об этом было принято Конституционным судом Якутии и Верховным судом России. Да, но не исполнены оба эти решения. Вот в результате Михальчук тоже обратил внимание жителей. Сейчас в суде лежит иск ГУП ЖКХ Якутии к прежней администрации Магана за то, что та не перечисляла деньги за коммунальные услуги, которые населению предоставлялись. Несмотря на День защитника Отечества, президент в пятницу произвел очередные назначения в правительстве. Юлия Песковская назначена министром по делам предпринимательства, развития туризма и занятости. 3 министра сохранили свои портфели на новый срок. Это министр образования Феодосия Габышева, здравоохранения Вячеслав Александров и культуры Андрей Борисов. К началу недели вакантными остались еще 7 постов. Ну, а самым неожиданным, наверное, следует считать оставление в прежней должности главы Министерства здравоохранения Вячеслава Александрова. В самом деле, ведь в газетах было столько резких заявлений в связи с нарушениями проведения конкурса на поставку медицинского оборудования. И в результате подряд на 1,5 миллиарда рублей получил немецкий концерн Siemens. И казалось, что все это готовит общественное мнение к смене руководителя. Ну, а между тем, вот продолжение, так сказать, темы Siemens, немецкая прокуратура насчитала, что по всем странам, так сказать, и континентам менеджеры этой корпорации надавали чиновникам взяток на 42 миллиона евро. Это вот за последние 7 лет. Ну а месяц-другой назад все газеты писали, что эти взятки и Россию не обошли. Ну, в общем-то, да. В общем-то, я так даже подозреваю, что Вячеслав Александров, его кандидатура возникла, так сказать, в качестве крайнего, что называется, если дело, так сказать, расследования пойдет дальше. Но, вероятно, все закончилось ничем. По крайней мере, я могу такой вывод сделать из вот сегодняшней публикации в газете «Ведомости». Загадочная статья там появилась. Она опять, так сказать, упоминает вот эту всю историю, кто в чем, так сказать, виноват. Но когда дается список стран, которые получали, чиновники, которых получали эти самые взятки, то оказывается, что откаты, вернее, правильно сказать, то выясняется, что России-то в этом списке и нет. Ну а может быть, журналисты просто не упомянули о ней? Ну, в общем, да, так можно было бы предположить, но дело в том, что вот если иметь в виду статус газеты «Ведомости», это все-таки, так сказать, она выходит под шапкой Financial Times, и поэтому маловероятно, что журналисты могли, вот, так сказать, проигнорировать претензии какие-то существующие со стороны немецкой прокуратуры к нашей России, к нашим чиновникам, вернее сказать. Скорее всего, действительно, там в силу каких-то пока еще непонятных нам и неясных нам обстоятельств немцы теперь уже никаких претензий к России не имеют, ну и, соответственно, как бы кандидатура Вячеслава Александрова в качестве того самого козла отпущения вроде бы как стала неактуальной. Видимо, вот этим и объясняется назначение его на оставление в должности. И в заключение сообщение из зала суда. В четверг Верхневилюйский районный суд признал начальника РОВД Иванова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он, несмотря на подтвержденный служебной проверкой факт нарушения сотрудниками изолятора временного содержания, ограничился мерами дисциплинарного характера. Иванов приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Итак, в воскресенье в ДЮСШ-4 Якутска завершились игры чемпионата республики по мини-футболу среди школьников. Мы с вами видим последние минуты последней встречи этого турнира команд «Заря» из Якутска и Мирнинского «Алмаза». Камера стоит за воротами гостей. Мирнинцы ведут 2-0. Место на верхней ступеньке пьедестала почета гостям практически уже обеспечено. И в этом матче «Зарей» преимущество «Алмаза» было очевидным. Ну, тактически, технически они явно на голову сильнее. Ну, во-первых, хорошая школа, прекрасные условия, финансирование. Ребята одеты, видели, формочка хорошенькая. Все для детей же это очень большое имеет значение.
Вот сейчас организую школу детскую нормальную здесь, ну, помимо Дюш-4, я не буду, что это ненормально еще. И сделай лучшие условия детям, выдай костюмчики, хорошую форму, поездки, и они все уйдут туда. Это нормально, это жизнь. Энтузиасты, что тренера, что дети, энтузиасты. Эпизод, который мы с вами видим сейчас, один из немногих, когда Заре удалось таки пробить по воротам Алмаза. Однако вратарь гостей оказался на месте. Ну, повторю следом за Александром Гаммерштадтом. Высокая игровая дисциплина ребят из Мирного позволила им, ну, что называется, конкретно перекрыть все подходы к своим воротам и лишить Зарю шансов даже не на победу, а хотя бы на гол престижа. Ну, по крайней мере, вот в этой заключительной игре чемпионата. Ну, однако в турнире всего играло 32 команды. Как никогда много. Средний уровень вырос футбола, особенно в Улусах. Неплохая команда, вот Сюрбы, маленькие мальчишки. Ну, я возраст не знаю, но самые младшие, да. Очень понравилась мне возрастная, вот эта старшая группа, это команда с города Ленска. Вратарь 10 номер, это мальчишки, которые при серьезном отношении к делу могут дорасти до команды мастеров. Без проблем. Ну и почему-то младшая группа выглядит посильнее, чем старшая, чисто в футбольном плане. Вы имеете в виду технику, что ли? Да, вообще в плане чисто в футбольном, тактика, техника. А откуда смена придет вам? Смены, в Заре я пока смены не вижу. Пока идет отток, наоборот, в одну сторону. Мы игроков 30 уже передали в городские команды. Ну, в смысле, за то время, которое Заря существует. Первое место в младшей группе заняла дружная команда «Заря-4». Кубок. В команде мастеров приходится учить азам футбольной школы. А что-то, я еще раз, может, повторяюсь, это Анатолий Николаевич Кадофедоров. Люди подготовлены футбольно, они знали, как остановить мяч, где открыться, как правильно сделать передачу. Как говорится, азбуку футбола они знали. Я думаю, что слабое или полное отсутствие тренерских кадров, именно детских тренерских кадров. Вот читайте, когда Заря начиналась, у нас играли 100% местные воспитанники все. Это школа Федорова Анатолия Николаевича. Это Марченко, Шпилевой, два брата Коваленко, Колесников, Владимиров Сережа. Это люди, которые с малолетства воспитывались у Анатолия Николаевича Федорова. А после, значит, была неплохая плеяда, так можно сказать. Это тренера Лушникова, это Калачев Андрей, Дридж, Седунов Василий. И все. Да, вот эти ребята. И все, а сейчас все. Ну, вот, тоже тренер Лушников, по-моему, даже, или Янюкин, это Филиппов Леша, который является одним из столпов сегодняшней Зари, и Леша Маршалик. Площадка ДЮСШ ни на минуту не остается пустой. Парад призеров сменяют воспитанники ДЮСШ-4. Ну вот эти мальчишки вот бегают. Вот Лубарев Никита, потом Тёма, Рома. Ну я их по именам всех знаю. Вот сегодня забил гол, вот мальчик с мячом сейчас. Благодаря этому голу они с первого места. Ну им мало, сколько им лет? 94 год, 13-12 лет. Надо ждать, когда они подрастут. Да. Финансовое положение Зари на сегодняшний день ближе к Хаховому, и стоит вопрос даже о закрытии команды. Поэтому мы можем и не дождаться, когда эти мальчики заиграют. Ну что же, вот такой, прямо скажем, нерадостный прогноз президента нашего ведущего мини-футбольного клуба «Заря» Александра Гаммерштадта. Очень хочется верить в то, чтобы этот прогноз вот так прогнозом и остался. Ну хотя бы потому, что действительно четвертые спортивные игры уже на носу. И если действительно так все будет плохо, то ничего хорошего нам от этих игр, по крайней мере в части футбола, ждать не приходится. Ну а между тем, буквально вот с понедельника тренеры и их юные воспитанники, футболисты я имею в виду, начали подготовку к этим самым играм. Напомню, что в программе игр большой футбол, а не мини-футбол.
Но тем временем в столице республики все никак не может завершиться чемпионат столицы республики по мини-футболу. Напомню, остался последний 10-й тур высшей лиги, однако по разным причинам разные команды никак не вписываются в календарь этих игр. И тем не менее в предстоящий уикенд игры все-таки эти состоятся. Будем надеяться, что удачно для их игроков. На сегодня все. До свидания.